Еженедельное совещание в правительстве начинается с приятной церемонии. Премьера Владимира Сласенина поздравляют с прошедшим днем рождения. 25 октября ему исполнилось 65 лет. От лица и от имени администрации главы хотел бы поздравить вас с днем рождения, вручить нам наш поздравительный адрес. Отбор граждан на военную службу по контракту и проведение осенней призывной кампании. Первый вопрос повестки еженедельного совещания. Как отметил военный комиссар республики Заурбек Гадабошев, осенний призыв в Ингушетии проходит по плану. 3 группы новобранцев уже пополнили ряды вооруженных сил России. 40 ребят будут служить в различных родах войск, военно-космических, воздушно-десантных, войсках Национальной гвардии и не только. Задание Минобороны успешно выполняется. Ребята ушли согласно заданию и графику, укомплектованными и своевременно. По контракту задание в этом месяце нами выполнено на 100%. Думаю даже, что будет перевыполнение задания. Установлено задание на год, тоже постараемся выполнить в полном объеме. По призыву отправка в ближайшее время будет у нас формироваться команда 29 числа. Ребята идут служить по всей территории Российской Федерации. Начиная, допустим, если брать ближайшие, это Буденновск, Волгоград, Ростов, Краснодарский край. Самая дальняя точка – это Североморск. Следующий вопрос повестки – освоение федеральных средств в рамках реализации в Ингушетии национальных проектов и федеральных программ. Подробно о кассовом исполнении финансовых средств министерствами рассказал начальник управления по организации проектной деятельности администрации главы правительства Бехкан Мальсагов. По мониторингу Министерства финансов мы также находимся только в 5 национальных проектах в зеленой зоне по кассовому исполнению. Это образование 74,4%, экология 99,2%, безопасные дороги 70,8%, малое и среднее предпринимательство 91,2%. Именно международная кооперация экспорт, кассовое исполнение 100%. Согласно плану, финансовые обязательства должны быть исполнены на 100%. Далее участники совещания переходят к обсуждению вопроса о готовности к осенне-зимнему периоду. Отопительный сезон стартовал. В республике работают 6 котельных централизованного теплоснабжения. Они отапливают 54 многоквартирных дома и 7 социальных объектов. По ресурсоснабжающим организациям у нас полностью готовы 100% готовы газовики, электрики и практически 100% водоканал. Там осталось кое-какие работы. По Россети. Россети должны показать свои объекты Ростехнадзору на этой неделе при проверке и получить тоже от них заключение о том, что Россети готовы к эксплуатации ОЗП. Все по остальным вопросам, работа идет. Надеюсь, что в этом году, как и в прошлый год, мы пройдем ОЗП без каких-то последствий. Следующий вопрос – внесение в информационную систему ВГИС информации о контейнерных площадках для установки мусорных контейнеров в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». По результатам анализа внесения данных о контейнерах и контейнерных площадках, проведенного в Минприроды Ингушетии, в разрезе администрации городов и районов республики установлено следующее. В неполной мере внесли информацию администрации Сумского муниципального района, Волгоградского муниципального района. Органы местного самоуправления, информация, которыми в ГИС не внесена вообще, является Назрань и Назранский муниципальный район. В связи с этим органам местного самоуправления необходимо активизировать работу по полному внесению информации в систему. В противном случае министерство нужно будет обратиться в прокуратуру для принятия мер реагирования. Все муниципалитеты в указанные сроки должны подать информацию о контейнерных площадках. В рамках совещания участники также рассмотрели проекты нормативно-правовых актов и не только. Всем профильным министерствам и ведомствам даны соответствующие поручения. Рина Сычоева, Сулейман Костоев, Магаз 24.